Участники турнира отнеслись к игре с полной ответственностью. Перед ними стала непростая задача – освободить заложника, который, по легенде, удерживается террористами в заброшенном здании. Страйкбол – это неофициально военно-прикладной вид спорта, а также командная военно-спортивная игра. В Абхазии она начала набирать популярность с 2014 года. К ней потянулись люди самых различных возрастов и профессий. Используется электропневматическое оружие с дульной энергией до 3 джоулей и, соответственно, стреляют пластиковыми шариками в диаметре калибром 6 мм и реже до 8 мм. Не имеют красочного пигмента, как я уже ранее говорил. То есть это отличает принципиально от пейнтбола. Что касается самой игры страйкбол, она проводится, как вы видите, на больших территориях. Соответственно, по времени это гораздо больше, чем пейнтбол, если сравнивать опять же с пейнтболом. Несомненно, это опасно. Поэтому игроки, не имеющие средства индивидуальной защиты, то есть это маски и очки, не допускаются к игре. То есть это обязательные атрибут экипировки. Основные цели ассоциации страйкбола в Абхазии – это патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержка здорового образа жизни, ну и, конечно, развитие самого страйкбола, в котором могут участвовать дети с 11 лет. Каждое воскресенье любители этого вида спорта, собрав свою команду, смогут принять участие в игре на территории бывшей спортивной базы в селе Ишера. Аманда Поня, Саида Гухава, Абхазское телевидение.